Чеченская республика Ичкерия. Жизнь под оккупацией и борьба за свободу. Чеченская республика Ичкерия находится под жестокой русской оккупацией. Мы живем в условиях, когда любое слово против оккупанта может стоить жизни, а любая попытка сопротивления обернуться похищениями, пытками и смертью. Российская армия и спецслужбы используют все возможные методы репрессий, похищения, пытки, несудебные казни, насилие и массовые репрессии. Чеченский народ находится в состоянии постоянного страха и унижения. Все это под видом обеспечения стабильности, как утверждает российская пропаганда. Но на самом деле эти преступления не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом. Их цель уничтожить нашу идентичность, наши традиции, нашу культуру и сломить дух народа. Это не борьба с террористами, это уничтожение всего чеченского народа. Как сказал когда-то некий Николай Кошман, здесь будут жить чеченцы, но они будут уже другими, не такими, как те, которые были. Эти зловещие слова точно отражают суть русской политики в Чечении. Стоит отметить, что в том числе и за эти слова ему предстоит ответить как соучастнику геноцида чеченского народа. ФСБ пытается использовать нас и контролировать каждый аспект нашей жизни, используя манипуляции, насилие и ложь. Несмотря на все усилия, они не смогут нас сломить. Третья часть чеченского народа уже за пределами Чечении, и мы продолжаем борьбу за свободу. Миллиарды рублей, которые Россия тратит на свою пропаганду, создают ложное впечатление о мирной Чечении. В реальности там царит террор и насилие. Пропаганда создает образ России как потерпевшей от международного терроризма, скрывая от мира реальное положение дел. Западные державы в погоне за геополитическими интересами и выгодные контракты не видели, что происходит на нашей земле, или сознательно закрывали на это глаза. В настоящее время появилась надежда на позитивные изменения. Любая попытка чеченцев отстоять свои права, включая освобождение территории, будет интерпретировано как действие радикальных групп. Мы это уже видели ранее в нашей стране, а затем в Сирии. И в Чечении это вполне может снова повториться. Есть вероятность, что такие группы уже существуют и в Украине, и в Чечении. Сначала мировое сообщество может поддержать свержение Путина и его режима в Чечении, но затем новая власть в лице хороших русских, которых Запад сейчас активно поддерживает, вновь объявит чеченцев террористами. Это станет поводом для окончательного уничтожения нашего народа, предварительно создав аналог Палестины 2.0 и запугав Запад чеченской террористической угрозой. Российская пропаганда всегда активно использует любую возможность, чтобы представить чеченцев как экстремистов и террористов. В том числе пытаясь оправдать свои преступления в Украине перед мировым сообществом. Иногда бывают задействованы даже такие лица, как Папа Римский, который ложным образом обвинил чеченцев в резне Бучи. Это заявление полностью опровергается западными расследованиями, подтверждающими отсутствие российских военнослужащих чеченской национальности в Буче. Такие обвинения, как это, могут быть использованы для обоснования новых репрессий против нашего народа. Так уже было в нашей истории. Важно осознавать, что любые действия, даже самые справедливые законы могут быть искажены и использованы оккупационным режимом для дискредитации нас и нашего сопротивления. Кроме того, учитывая значительный оккупационный контингент в Ичкерии, попытки вооруженного сопротивления в нынешних условиях крайне опасны. Мы не можем позволить себе распылять силы на сомнительную вооруженную борьбу, особенно когда у нас есть возможность укрепить свои стратегические позиции другими действиями. Но отказ от вооруженного сопротивления – это не капитуляция. Это время для того, чтобы сохранить силы, подготовиться к будущей борьбе, дать миру увидеть правду о том, что происходит в Чечении, и с нами, и продолжить борьбу другими методами. В этом сложном контексте, чтобы выжить и сохранить свою идентичность, нам необходимо укрепить свои позиции не с оружием в руках, а с оружием правды. Основные направления борьбы – информационная работа,
наладить тесное сотрудничество с чеченской диаспорой и независимыми СМИ для того, чтобы донести правду о происходящем в Чечении, разоблачать российскую пропаганду и агентуру. Второе. Привлечение международного внимания. Активно работать с правозащитными организациями, ООН, Европейским судом по правам человека, чтобы привлекать Россию к ответственности за ее преступления. Наладить связи с теми государствами, которые готовы поддержать нашу борьбу за свободу и права человека, чтобы укрепить нашу международную позицию и вызвать помощь извне. Третье. Поддерживать все инициативы, которые подрывают экономическую мощь оккупационного режима. Мы можем и должны влиять на международные финансовые потоки, которые Россия использует для своей репрессивной политики. Сохранение национальной идентичности. Развивать и поддерживать образовательные, культурные, социальные проекты, которые могут сохранить чеченский язык, помогут нашу веру и традиции. Противостоять ассимиляции и борьбе за уничтожение нашего культурного наследия. Поддержка Украины. Чеченский народ всегда поддерживал и будет поддерживать тех, кто борется за свою свободу и независимость. Мы выражаем свою солидарность с Украиной и в ее борьбе против российской агрессии. Наши народы страдают от одного и того же врага, и наша поддержка – это не просто моральная позиция, но и знак общей борьбы за свободу и против угнетения. Борьба за свободу требует огромных усилий и жертв, но молчание и бездействие приносят еще больше вред. Если бы мы не молчали, возможно, нам удалось бы спасти тысячи наших молодых парней и девушек, которых российские спецслужбы использовали как пушечное мясо в войне в Сирии. Когда мы не боремся, мы даем оккупантам возможность продолжать нас уничтожать. Мы обязаны быть активными, потому что даже самые небольшие шаги в сторону сопротивления имеют значение. История нашего народа – это история стойкости и мужества. И каждый из нас обязан сыграть свою роль на этом пути. Сегодня, как никогда, важно проявить терпение, собрать силы, разработать правильную стратегию. И когда наступит подходящий момент, быть полностью готовыми к действиям. Свобода Ичкерии – неизбежность. Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы этот день наступил как можно скорее. Нас ждут великие перемены. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 30 ноября 2024 года.